Господин Саакашвили, как именно и кто вам предложил должность вице-премьера в правительстве Украины? Сначала президент Зеленский, а потом я беседовал на эту тему с действующим премьером Денисом Шмыгаем. Міністром головою уряду з Денисом Шмигалем. Стало ли это для вас неожиданностью? Розмова про це йшла довго. Разговоры об этом шли долго. Это не было неожиданным. Поэтому было много людей, которые в различных формах предлагали интегрировать меня в эту, так сказать, вертикальную власть. Но я думаю, что президент просто пошел на решительный шаг. Он продемонстрировал смелость, когда это предлагал. Показав, коли це пропонував. Я долго не думал, потому что я считаю, что сейчас ситуация для страны критическая. Мы только в начале очень большого кризиса, который надвигается на украинцев, который навредит всем украинцам. Надо как-то оборону выстраивать для того, чтобы защититься. Оборону вибудовувати для того, щоб захиститися. Предложение стать вице-премьером было единственным или вам предложили несколько вариантов? Я думаю, что различные варианты рассматривались, но то, что было одно, это предложение, это так. Так я лично ничего не просил, не настаивал на чем-то. У нас просто взаимопонимание. Мы общаемся много месяцев с президентом Зеленским. По всем вопросам мы находим почти что стопроцентное понимание. Ну и плюс то, что я хочу его поддержать. І взаєморозуміння, і те, що я хочу його підтримати, звичайно. Почему вы согласились на это предложение? Я считаю, что сейчас нужно было согласиться, потому что большой кризис только начинается. Украинская экономика может потерять 10% ВВП, а это означает, что миллионы украинцев останутся без работы, и этот процесс уже начался. У нас будет очень много людей, которые окажутся в таком положении, что начнут протестовать, и будет понятно, почему это происходит. Более того, реальные доходы украинцев сократятся на 20-30%, а может и больше. У нас сейчас очень сложные переговоры с МВФ. Поэтому я хочу сказать, что в этой ситуации требуются реформы. Кризис – это большой вызов, но еще и возможности, которые нужно правильно использовать. Международным валютным фондом. В свое время я вывел Грузию из мирового экономического кризиса с наименьшими потерями для страны. Может, и сейчас получится. Я вывел Грузию з світової економічної кризи з найменшою шкодою в цьому регіоні, може і в Євразії. Да, это разные ситуации, но у меня есть опыт работы. И положение изменилось. Оно изменилось, но базовый рецепт успеха остался тем же. Я буду делиться своим опытом, и опытом достижений, и опытом ошибок, потому что они тоже были. Какие реформы вы реально можете провести, в том числе сейчас, в ситуации, связанной с коронавирусом? Вирус – это другое дело. Я надеюсь, что какое-то облегчение скоро начнется. Но я постараюсь работать в двух сферах. Первое – это контакты и интеграция с международным сообществом. Это касается и МВФ, и Всемирного банка. У меня большой опыт этих отношений, очень позитивный. И, с другой стороны, это дерегуляция. Это освобождение украинского бизнеса от административного давления. Это моя мечта на протяжении многих лет заняться этим в Украине. Я считаю, что если мы освободим украинский бизнес, это откроет совершенно новые возможности для большого количества украинцев и вообще для этого региона. То есть для меня это такие профессиональные и вызовы, и возможность показать, на что я способен. Также и такая амбиция есть, чтобы показать, что в конкретной области для конкретных людей можно сделать что-то полезное. И поэтому, когда президент предложил, я долго не думал.
Потому что я же хотел это делать. Ну так давайте что-то делать. Я не роздумував, тому що я ж хотів це робити. Так, давайте робити щось. То есть вам поставили задачу все же? Ну, вот что нужно сделать на этой Ні, я должности? думаю, що це, Нет. коли ми обговорювали, якраз Когда мы обсуждали мои задачи, то как раз говорили о таких вещах. У меня нет там амбиций заниматься всем сразу. Это должность вице-премьера, она ограничена определенными функциями. Это реально высокая политическая должность, но реально также фактически это министр без портфеля. А это значит, что надо иметь конкретную функцию, конкретные полномочия от премьера и от президента. 4 года назад вы ушли с должности губернатора Одесского региона. И одна из причин была то, что уровень коррупции в Одесском регионе был настолько высоким, что невозможно было вообще эту коррупцию преодолеть. Почему вы сейчас вновь решили вернуться? Ведь ситуация с коррупцией в Украине улучшилась ненамного. Тому що Потому что я считаю, что Порошенко лично был частью системной коррупции и возглавлял ее. Я абсолютно убежден, что президент Зеленский ничего общего с коррупцией не имеет и не будет иметь. Он лично против этой системы. И сейчас решается вопрос, либо он преодолеет эту систему, либо система уничтожит и его, и все эти новые начинания, с которыми украинцы связывают надежду на свое будущее. Вот и все, это очень просто. Недавно вы заявляли, что Украина может распасться на 5 частей. ні, я цього не казав. Я казав, що це Нет, мрія наша. я этого не говорил. Я говорил, что это мечта нашего врага. Но если Украина не проведет реформы, если Украина не укрепится экономически, если Украина не будет также принимать все меры против сепаратизма, то, конечно, план нашего врага может и сбыться. Это совершенно катастрофический сценарий не только для Украины или для Грузии, а катастрофический сценарий для всего мира. И мы все должны не позволить этому сбыться. Я уверен, что если мы все правильно сделаем, то враг не сможет воплотить этот сценарий в жизнь. То ворог не зможе втілити в життя цей сценарій. Владимир Зеленский обещал и обещает мир в Донбассе. Вы не являетесь сторонником мира с Россией. Тогда как вы сможете сотрудничать с властью, которая готова идти на уступки в отношениях с Кремлем? Нет, я абсолютный сторонник мира с Россией. Но тот факт, что Зеленский предложил мою кандидатуру, тоже свидетельствует о том, что он за независимую внешнюю политику Украины. Потому что я смотрю, последние 2 дня там полная истерика в российских медиа. И президент Зеленский об этом тоже знает. Так что, если он сделал этот шаг, то это означает, что он знает, что Украина — это независимое государство, имеющее право принимать независимые решения. И никто против мира с Россией не выступает. Я полностью за мир с Россией, но есть разные условия, при которых достигается этот мир, и это не очень сейчас просто. То есть вы не считаете, что Владимир Зеленский готов идти на уступки в отношениях с Кремлем? Нет, я вовсе так не считаю. Я думаю, что пока все его шаги свидетельствуют о том, что он защищает независимое украинское государство. Незалежну українську державу. За последние 2 месяца в мире многое изменилось. Как вы думаете, что будет с Россией? Я Я думаю, что любая диктатура плохо заканчивается для диктаторов. И в России есть много осведомленных, нормальных людей, информированных, которые хотят жить в свободной стране. И надеюсь, что они вернут себе свою собственную страну. Ну, конечно, без территорий, захваченных у других государств. Повернути собі свою власну країну, ну, звісно, без території, які захоплені від інших держав. Владимир Путин продолжит быть президентом? Как вы думаете? Будь-яка влада Любая власть заканчивается. Путин, думаю, истратил свой запас какой-то там власти. Так что у меня нет слишком положительных прогнозов о его политическом будущем. про його політичне майбутнє. Не боитесь ли вы поссориться с Владимиром Зеленским, как в свое время это произошло с экс-президентом Порошенко? Ні, тому що... Нет, потому что Зеленский, он не вор. К сожалению, Порошенко, я знаю, что он был склонен, он любил деньги. У меня были по этому поводу большие проблемы с Порошенко. С Зеленским таких проблем не будет. України і успішної України. Це Зеленского можно критиковать за скорость реформ или за какие-то отдельные решения, Зеленський, у Зеленського можна критикувати. но это не является источником большого конфликта. Там окреме рішення, але це не є джерелом конфлікту. Наоборот, ему надо помочь, чтобы мы быстрее двигались вперед. Щоб ми швидше рухались вперед.
Будет ли вам комфортно с министром внутренних дел Украины господином Аваковым? Це не є номенклатура. Вице-премьер Це не занимается президент Министерством внутренних дел. Это номенклатура кадровая президента, и это его прерогатива. Поэтому я не считаю, что функция всей моей жизни является конфликтовать с кем-то, с каким-то определенным человеком. У меня есть конкретные цели, и надо двигаться в этом направлении. мета, і треба слідкувати в цьому напрямку. Что для вас будет означать, если голосование в Верховной Раде будет против вас? Это будет означать, что, к сожалению, силы прогресса и реформ еще довольно слабые. То, что Зеленский меня номинировал, это положительный шаг. Но если это нельзя будет защитить в парламенте, это означает, что инерция еще очень мощная. Інерція ще дуже потужна. Но это и не значит, что мы должны опускать руки и прекращать борьбу. Мы должны ее продолжать. Я уверен, что украинское общество способно на реальный прогресс по всем направлениям на фоне этого кризиса. Потому что кризис — это, как я уже говорил, не только вызов, это и возможность. Це не тільки виклик, це є можливість. Есть ли какая-то красная линия, которую вы не будете переступать в должности вице-премьера Украины? Когда вы скажете, что я, мол, ухожу... Я не думаю, что сейчас надо спекулировать. Сейчас главное начать и начать двигаться. І почати рухатись. Большое спасибо.